Здравствуйте, дорогие абитуриенты. Меня зовут Лариса Николаевна Голайденко. Я кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, теоретической и прикладной лингвистики Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. И сейчас я проведу консультацию перед вступительным испытанием по предмету русский язык в форме собеседования. Обратите внимание на первый слайд. Вообще, естественно, мое выступление, моя консультация сопровождается информацией, размещенной как раз на слайдах презентации. Есть некоторые моменты, которые я все-таки должна озвучить для того, чтобы они запомнились не только зрительно, но и на слуховом уровне. Очевидно, что эта презентация будет вывешена в системе, вы сможете к ней обращаться при необходимости несколько раз, но так или иначе. Вот обратите внимание, что форма сдачи вступительного испытания русский язык дистанционная и вид экзамена собеседование. На этот экзамен, то есть на собеседование, отводится 30 минут. Для поступающих с ограниченными возможностями здоровья время увеличивается на 1,5 часа, естественно, при наличии соответствующих документов. И вам дается одна попытка. Вот ваши 30 минут, и вы за эти 30 минут должны показать свои знания, ну не только знания, конечно, но и умения и навыки в предметной области русский язык. Также обратите внимание, что минимальное количество баллов 40, максимальное количество баллов 100. Структура тестовых заданий отражает разделы, которые заложены в вопросы для собеседования. Подчеркну, что эти вопросы, тут вот написано тестовых заданий, ну ничего страшного, вот я озвучила, что это именно вопросы для собеседования, они строятся по тем же самым разделам, что и тестирование. Эти разделы отражают исключительно школьную программу и не выходят за ее рамки. Поскольку форма сдачи экзамена, вот собеседование дистанционное, прошу обратить ваше внимание на следующую информацию. Первый вход через логин и пароль будет осуществляться через отправленный как раз на электронную почту вам. Поэтому, конечно, нужно смотреть папку «Спам». Последующие посещения сайта будут уже под своим паролем, который вы при первом входе в учетную запись поменяете. Обратите внимание, собеседование проходит в дистанционном формате, еще раз подчеркиваю это, в системе университета, вступительное испытание БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы, где вы должны будете зайти в конференцию. Далее, перед экзаменом нужно будет показать документ, удостоверяющий личность. Это общие требования в настоящее время при проведении дистанционного контроля разного типа, ну, в том числе и вступительных испытаний. И еще раз повторю, время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено, и у вас есть одна попытка. Дальше я не буду подробно об этом слайде говорить. Он такого системного, обобщающего, поискового характера. Расписание собеседования
совпадает с расписанием тестирования. Обратите внимание, вот 20 июля консультация, дни доступа к выполнению экзаменационного задания, то есть не собственно выполнение экзаменационного задания, а дни доступа вот как раз к экзамену в форме собеседования. Сразу хочу сказать, что вы сможете писать мне на электронную почту. В самом конце презентации вы все увидите. 20 июля примерно с 9 утра до 18:00 или попросту до 6 часов вечера. Примерно дважды я буду выходить на связь и отвечать на ваши вопросы. Сразу хочу подчеркнуть, что мои ответы не будут, они и не должны носить развернутый теоретический характер по принципу наговаривания какого-то материала. Безусловно, такого не будет. Какие-то самые общие рекомендации, может быть, чисто методического характера, подсказки, что искать, как действовать в той или иной сложившейся на экзамене ситуации. Я думаю, что этот круг вопросов будет, с одной стороны, и необходим, и с другой стороны, достаточен для подобной формы консультации. Далее последует программа вступительного испытания в форме собеседования. Вот вы с ней можете подробно ознакомиться, какие аспекты школьной программы по русскому языку будут представлены на собеседовании. Ну вот как раз вы видите эти 5 разделов, которые были представлены на первом слайде. Поскольку это собеседование, то, скажем, как при тестировании уже не предложишь примерные тестовые задания. Но я решила показать, как тот или иной вопрос, та или иная формулировка задания, которое, например, предложено в программе вступительного испытания, может быть на самом экзамене вступительном конкретизировано. Конечно, только примерно, потому что члены предметной приемной комиссии, естественно, в свободном режиме могут эту конкретизацию реализовать совершенно индивидуально. То есть вопросы могут быть самые такие разные, но не выходящие за рамки основной формулировки. Посмотрите, пожалуйста, я не по всем разделам русского языка привела примеры. Мне кажется, что это нецелесообразно. Ну вот первое по морфемике. Морфемика как раздел языкознания, корень слова, приставка, суффикс, окончание. И вот 5 вариантов конкретизации этого вопроса. С одной стороны, это своего рода алгоритм вашего ответа, то есть то, что вы должны осветить. Обратите внимание, все, что заложено в вопросе, должно быть, конечно, объяснено. То есть будет недостаточно сказать только, что такое морфемика, что она изучает. Конечно, и про корень слова, и про приставку, и про суффикс, и про окончание, безусловно, нужно будет сказать. То есть все составляющие вопроса должны быть вами на собеседовании освещены. И обратите внимание, что везде требуется приведение примеров. Потому что именно примеры показывают, насколько вы понимаете то, о чем говорите. Ну вот перед вами также пример конкретизации вопросов по имени существительному, как речь, потому что, конечно, это звучит достаточно
общо. В любом случае, все, что вы знаете об имени существительном, конечно, нужно будет рассказать. Ну вот и третий пример по сложному предложению и по классификации сложных предложений. Мне кажется, принцип вполне понятен. Вот я перехожу к другим разделам вступительного испытания по русскому языку. Второй раздел текст, обратите внимание. Я взяла один вопрос с тропами и фигурами и показала, как они могут быть конкретизированы. Конечно, в тех случаях, когда, например, вы не все тропы называете или не все фигуры называете, конечно, члены предметной приемной комиссии могут задать вам вопрос: а что такое олицетворение? А знаете ли вы, что такое метонимия? Или приведите пример анафоры. То есть вы должны понимать, что вопросы конкретизирующего характера, они призваны вам прежде всего помочь раскрыть информацию в полном объеме. Именно ту информацию, которая требуется заданием. И конкретизации этих вопросов опасаться не нужно. То есть это всегда в помощь абитуриенту. Третий раздел — культура речи. Ну, вообще это непростой, конечно, вопрос. Ну, информации везде, ну как везде, понятно, что в соответствующих учебных пособиях и учебниках много. В любом случае, когда речь идет о каких-то ошибках, я элементарно рекомендую посмотреть, выйти на сайт Федерального института педагогических измерений, который занимается подготовкой заданий к ЕГЭ по русскому языку, и там есть методические рекомендации, в которых как раз описываются речевые и грамматические ошибки. В любом случае, школьный раздел «Культура речи» подразумевает изучение и знание вот всех тех ошибок, которые, по крайней мере, вот вы здесь видите в качестве конкретизации исходного вопроса. По орфографии и по пунктуации, конечно же, это знание орфограмм и пунктограмм и знание орфографических и пунктуационных правил в рамках школьной программы с обязательным, еще раз подчеркиваю, приведением примеров. Для того, чтобы вот этот объем все-таки был освоен определенных знаний, необходимо использовать учебники и учебные пособия, которые я обычно абитуриентам рекомендую. Прежде всего, это любой справочник для поступающих в вузы. Автором этого справочника является Дитмар Ильяшевич Розенталь. Очень много вариантов этого пособия. Вам нужно выбрать не просто сборник упражнений, а там, где дается достаточно развернутая информация об орфографии, пунктуации и культуре речи. Также имеет смысл вам обратиться к учебнику Веры Васильевны Бабайцевой «Русский язык. Теория». Есть два варианта: 5-9 класс, 5-11 класс, и тот, и другой приемлем, поскольку там как раз в достаточно понятном уровне излагается теория русского языка. Ну и, конечно, посмотреть пособий, их много по русской словесности. Потому что, скажем, тропы и фигуры, частичная культура речи, естественно, освещается именно в этих пособиях. Вот на последнем слайде вы видите контакты. Вот, фамилия, имя, отчество мои.
мой электронный адрес, адреса вуза. И обратите внимание на последний номер. Это телефон, по которому вам ответят на все организационные вопросы. Это телефон приемной комиссии. Члены предметных комиссий обычно на организационные вопросы не отвечают. Поэтому, пожалуйста, если какие-то вопросы будут возникать, вот звоните по этому номеру. Ну и еще раз напомню, что вот по этому электронному адресу вы сможете 20 июля с 9:00 до 18:00 задать мне вопросы, на которые я постараюсь ответить рационально и адекватно тому, что все-таки экзамен предстоит сдавать вам, а не мне. Акцентирую ваше внимание на том, что в конце консультации будет пошаговая инструкция сдачи вступительного испытания для того, чтобы у вас не возникло технических проблем, когда начнется вступительное испытание. Я вам всем желаю удачной, успешной сдачи экзамена вступительного по предмету русский язык. Всего доброго, до свидания. Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так: те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас вот в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вот вступительные испытания БГПУ имени Акмуллы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто вот именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. Вот, по ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный, то есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребуют, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я. И вот уже вот этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть, социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, вот у нас говорится дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения. В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный, разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и, главный, разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до
1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест. Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.